дружеской обстановке за чашкой чая проблемы, как правило, решаются легче и приятней. Но лидеры организации инвалидов республики в гости к спикеру Госсовета пришли отнюдь не жаловаться, а озвучить конкретные предложения. Например, региональное общество слепых в Сыктывкаре планирует открыть центры реабилитации для незрячих. В России таких, как оказалось, только 4 – Волоколамске, Бийске, Санкт-Петербурге и Железногорске. Ездить туда нашим далеко и накладно. Да еще и не попасть. В очереди приходится не то чтобы месяцами, годами стоять. Поэтому в столице Коми уже работает кабинет реабилитации, где незрячие осваивают основы компьютерной грамотности и домоводства. У нас работает кружок «Душевные посиделки», где вот пожилые люди собираются, пьют чай, поют песни, духовно отдыхают. Для кого-то это может быть развлечение, а для незрячих это один из важнейших элементов самоутверждения, самореализации. Вот. Нам еще нужно, психолог нужен, нам нужен кабинет по ориентировке. Значит, сейчас одна из студенток педколледжа Куратова Лена Палкина преподает систему Брайля. Это хотелось бы как-то все укомплектовать в один большой пакет и получить финансирование от республики. Помещение есть, желание тоже. Нет только статуса, говорит Александр Верховод. По словам народных избранников, идея нуждается в детальной проработке. Необходимо определить территориальное расположение такого центра и перечень услуг в рамках правового поля. Этой работой займется профильный комитет Госсовета. Минтруда тоже не останется в стороне. Кроме того, ведомство сегодня готовит приятный бонус людям с ограничениями по слуху, зрению и передвижению. В следующем году для них организует 3 заезда в социально-оздоровительный центр «Максаковка». Мы продумываем этот проект так, чтобы он потом имел продолжение уже, когда мы можем на законодательной основе эти услуги оказывать. То есть для нас очень важно с вами отработать именно порядок отбора граждан и те услуги, которые будут ими востребованы в данном учреждении. Это, пожалуй, самая такая большая и объемная работа для нас с вами на следующий год. Поэтому я надеюсь, что вы продолжите с нами взаимодействовать. Спикер Госсовета, в свою очередь, поделилась с гостями, что сделано со стороны законотворцев. Так, благодаря народным избранникам инвалидов сегодня обеспечивают техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень. На эти цели социальные НКО получают субсидии. Если в прошлом году объем господдержки составил 1 миллион рублей, то уже в будущем эта сумма увеличится до 3 миллионов. Еще одна победа парламента Коми – это передача полномочий по лекарственному обеспечению препаратами 5 орфанных заболеваний. Таких в республике тоже немало, очень дорогостоящее лечение. И сегодня, благодаря совместным усилиям, в том числе и парламентариев всего Северо-Запада, удалось сегодня перевести 5 заболеваний, 5 нозологий, на федеральный уровень. Тем самым мы облегчили наш республиканский бюджет. Но проблема пока остается. И я думаю, что мы не будем останавливаться на достигнутом. И еще один важный момент. Коми-законодатели поддержали астраханских коллег в вопросе обеспечения больных инсулиновыми помпами. Если раньше люди, страдающие сахарным диабетом, этот расходный материал приобретали на свои средства, то теперь этим занимается государство. Для Коми, например, в этом году на эти цели из федерального бюджета выделено 8 миллионов рублей. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.